Информационная программа «Вести Кудым Карвилиш Тиангат», студия Анрина Батуева. Бур рыд джентаталу нятема зелиш. Гаинский район начнес олище скериса юку жапос. Вакцинала медоча партия локтис Кудым Карн вакцинирует на гриппшань. Уджитар был ческа дынез и виноград бедмис Кудым Кариш олище злан. Гаинский район ю вештат пос кериса ашнес олищез. Инициативная группа кат Тимуровец искат пантачный смен корреспондент Дмитрий Буланов. 30 человек, 3 дня работы, и по мосту без проблем могут проезжать как легковые, так и грузовые автомобили. Всю работу местные жители сделали за свой счет и своими силами. Длина моста через речку Руч, по словам инициатора стройки Виктора Бурдина, 25 метров. Написал объявление, на магазин повесил. Все были предупреждены заранее, кто может поучаствовать в строительстве моста. Потому что мы все тут ездим, кому топор, кому пилу, кто что рубил. Штыри делали много. Кто-то дал материалы, кто-то строительную технику. Проект разработали сами. Сколько средств ушло на стройку, никто не знает. Подсчеты не вели. Керас – самая северная точка Пермского края. Еще 30 километров и будет республика Коми. Этот мост, по словам местных жителей, просто необходим для поселка, так как дальше идет линия электропередач, и в случае сбоя электроэнергии весь поселок останется без света. В Керасе постоянно живет около 500 человек, и этой дорогой пользуется почти каждый житель. В осеннее время люди выходят сюда на сбор грибов и ягод, ведь для многих это единственный способ заработка. Кроме того, сюда постоянно ездят работники лесхоза. Если бы его не было, остается 10 тысяч гектаров леса, которые патрулировать невозможно было бы. Если в случае пожара, пожароопасного сезона, период, эта тайга горела бы вся. А у нас класс пожарной опасности в Веслянском сельском лесничестве это 2-3. Старый мост унесло весенним паводком. Новые, уверены люди, выдержит подъем воды. Изначально местные жители попросили мост у районных властей, однако после нескольких месяцев ожидания получили отказ. Денег в бюджете не нашлось. Раньше эти все дороги и мосты содержал леспромхоз. И были и условия для этого, и финансы, конечно, были. А сейчас вот эти дороги лесного назначения. Торжественного открытия и фанфар у нового моста не было. Но уже все местные знают, что проезд возобновлен. Тем временем Виктор Бурдин с другими строителями остатки материала перевезли на ручей Туйкос, где тоже нужен проезд. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. Колем годы за птичьей и свиной, а кучема прогнозирует на того, Компермятский округан пондечез гриппшань вакцинация. Кудым Каришвела Чанинезен медоджая сколасом пондеча арша прививочная кампания образованием уджалища челяча отжиг старачина керна прививкаез, как от номера школа анталу не суфтата на гриппшань. В первую очередь нам нужно взять согласие с пациентом, что человек действительно согласен пройти эту вакцинацию, даже отмечать, что именно от гриппа, а не какая-то другая вакцина. И затем мы проводим осмотр пациента, то есть температура, давление и внешне осматриваем. То есть слизистые оболочки, если все в порядке, то отправляем уже на вакцинацию. Быдвела тишкера правильный барьем и эпидемиологтам водоч суфтата прививка вакцина быт год усовершенствуйтена, кыч веша вирус лантип, сиджи веша вакцина, быт школьный коллектив лан мог керным прививкой 100%. Ежегодно в нашем коллективе проходит вакцинация гриппа. Это очень важно, поскольку мы работаем с детьми, чтобы не распространять это заболевание в период эпидемии. Вакцинация учащихся также проводится на базе школы без отрыва от учебно-образовательного процесса при наличии согласия родителей и законных представителей. Чилять понда барьям керана аймаммез, это понда кад нылан эшэм, шогачень вакцина локтис кудым кара август месяца 0,10%. Ведь чищена виль партия гриппшень олищезас вакцинирует на Карын и Кудымкарский районын. На сегодняшний день мы привили более 7 тысяч, в том числе и детское население. Эта вакцина рассчитана, та, которая первая партия к нам пришла, рассчитана на группы риска. Это детей мы начинаем прививать 6-месячного возраста. Взрослых это образование, здравоохранение, старше 60 лет люди с хроническими заболеваниями. Вот на эти группы риска и на детей школьного, дошкольного, еще не в полном объеме она поступила. Мы как бы с этими группами риска на сегодняшний день работаем, и практически то, что нам поставили, мы уже привили. Вообще считается, что нужно прививаться сентябрь, октябрь, ноябрь. Вторая партия поступит в октябре. Это тоже будет не поздно.
Так что не надо переживать, что кому-то чего-то не хватит. Приходите к нам в поликлинику. Грипплан штамме става пондаса циркулирует на виляш, но ордена не туя бъд мортла кинкерас прививка, качто речна краиш вакцина профилактика шерти экспертиз, умалис вакцина шань озло не кинла. Это медбур способ дорина организм вирушань. Шо навратчез. Ирина Батуева, Алексей Быков. Вести, Кудымкар. Кудымкарн барьяна медбур велатышас, воспитателес и дополнительное образование шерти педагогас. Кар администрация образования управления сайт Вилнмуна интернет-голосование «Мой любимый учитель». Щетный барья морд пондаголос верма быть желающей. Тацачно конкурсант из биография и достижения скат позже съяжа сайт Вилн. Конкурсын участвует и на доснёль велатыш. Быдаса голосует из не 1200 морд. Керны барьям туя талу нярытадж. Вермищи со спондаса награждает на велатышлан луна. Торжественное мероприятие Вилн. Дорьяна Аша свела в простой прием меза и по делону спортен мастерн велатаса самбо шерти кариш школан. Кыч тади сменам коллега Татьяна Конюкова. Кариш Леонид Голев нима спортивная школа, пондача быдлунча тренировка. Челядь локтиса татсачный спортный боевой видкат, самбокат. Бильвелачан годке же валиса октомаш челядь лангруппез быткодь возраст черти. Талуня луна школа вовлывланы кык шо вид челядек. Быдыс Николасы штатча локтис аша мамок гизен. Возраст занимающихся в дзюдо понизили 7 лет. Это минимальный возраст. В самбо пока еще 10. Начинающие учатся стоять, ходить и так далее. Вот по ковру мы развиваем 2 вида, даже не 2, а 3. У нас дисциплина спортивная самбо, дзюдо и боевое самбо. Там парни с 14 лет занимаются они, потому что ударная техника есть в этой дисциплине. Челядь понда это школа лащетамаш бычам условиез. Тренерез аджены колана кывез быдвела чиш понда. Не суфтатаны вылын могес челядь оджен. Кораны медбы быдыс Николасыч аджис на занятие из вылын ашиз дон. Леонид Голем нима спортивная школа тренировки с чулачану вештытык. Сиян юралыш кора медбы аймам мезваятыса ашинес пьезнеса эза полоспортивной вермашем мезлыш. У каждого тренера, значит, свои цели и задачи. Заинтересовать ребенка, чтобы он ходил. А то бывает, что месяц, там, 2-3 год, 3 года и теряются. И вот если заинтересует тренер, и ребенок будет заниматься, там уже и интересы, и цели, и задачи, они меняются, разные бывают. Самбо велавны абу кокнит. Сиен тренерез уна кадвиджены быткоть прием из велатам выла. Челяднётый год ветлатаны эта школа, и только кучемка кадбарти понда тыдавный результат. Тренерез косьены медбы бытка газ, эша учачань тацаты со спорткат. Это не только вынчета здоровья, но и ошта челядёджен виль возможности. У меня 2 группы начальной подготовки, они занимаются год и 2 года. И 1 группа, которая занимается уже 3 года. Ребята приходят разные, есть которые послабже, есть которые покрепче. Но мы из них делаем из всех бойцов нормальных, так что родители пусть не боятся вести их к нам в школу. Проблемы бывают только с тем, что дома они некоторые больше с гаджетами современными. Очень много сейчас вот сидят и в телефоны уткнутся, и им ни до чего. Надо как-то по времени распределять компьютер поменьше. Вот. А так все хорошо. Талуня луна спортивная школа лан вела тысяча злащатаны челядес оджланча вермашам мескежа. Неокосяны оджланча вылан результат тез. Татьяна Конюкова, Александр Рябков, Вести Кудымкар. 10 килограмм шауджиджик арбуз быттиса Кудымкарын кычам эше экзотика садиты на аскар черезен кариш олишез. Виджета оджланча материалын. Ой, слушайте, он так высоко у нас рос. Мы все ходили, у нас слюна течет. Так хочется было поесть, но дедушка нас упорно не дает. Вот с горем пополам вчера сняли. 10 килограмм шауджиджик арбуз Надежда Долгина ламбыд месмедо джайш. Сияет ланжаник из коттава бошти скорчериш экзотическая фрукта, если бур урожай. Очень даже год хороший. Даже у меня
В жизни арбузы-то не созревали, ну, правда, мало, но все равно порадовали, да. На улице ничего не было. Все в теплице. Сейчас переделаем теплицу именно под это. Долгин из Гозия джугиса стереотип, что быт на южный ягод да фрукты с кудым карн остуй. Арбуз из виноград, быт коть сорта дынез, груша, слива да мадик берща. Надежда ланшог мисс Уна. Ну что ты, желтенькая же? Желтая, нормальная. Ну-ка, что получилось? А что, смотри, сколько, какой сок, сочный. О, вкуснятина! У насок и ческат дук мычало, что дыня антуя не ческатны Это сортан любитель садовод дез эс сораща. Быд ар Надежда и Степан Долгинез радуйте на матыш мортеза с витамина шоянан. Джоджуван хозяйка видя быд там карчиш керам берща. Сия ачис пуо солала и маринуйта. Лашета мыстырма тав быткежа. И годиш год аскар черный семья суфтата виль экспериментез. Быд-то мы не будь ащама. Шогма бура. Дыни, арбузы я сейчас обязательно буду садить. Я теперь поняла, как их надо выращивать. Керкун гажотана фруктез и уна джоридж, а огоречен önaj цветитана тюльпаннез да розез. Это долгинезлан эшетик хобби. Садитам карчиш кольчис джимлявна джир капуста. Эктны барбарис и тырдос готов. Это семянсия быт год тыра. Быт там продуктазен уна витамин и абы некачем химия. Ирина Батуева, Александр Рябков. Вести Кудымкара. Аслас инстаграман вермас ошачна Кудымкариш пон Гриша. Лону популярный сила оцалис кариш томпалас. Ее можно видеть везде. Речь идет о большом красивом псе по кличке Гриша. Юлия Читина не боится кормить его с рук. Бездомная собака, по словам девушки, не пропустила, наверное, ни одного городского праздника. Именно поэтому вместе с друзьями решила сделать Грише личную страничку в социальной сети. Он постоянно находит. То есть, знаете, вы его не найдете так, просто так. Он должен найти сам вас. Мероприятия, праздники он проводит там. Может быть, из-за того, что там он идет какую-то еду. Погладиться также. Аккаунт назвали Гриша Собакевич. Оказалось, что собаку в городе уже знают. За пару дней появились десятки подписчиков. Фотографии посвящены нелегкой, но веселой жизни кудымкарского бродяги. На данный момент у пса Гриши уже более 400 подписчиков в Инстаграм. Ежедневно его фотографии собирают до 150 лайков. В жизни, несмотря на то, что большой, Гриша вполне добродушный пес. Теперь у него начались звездные будни. Собаку узнают, подкармливают и, конечно, устраивают фотосессии с местной знаменитостью. Он не против. И вижу так часто, это знаменитость нашего города, и так бывает, что с ним фоткаюсь. Чаще всего Гришу можно встретить в самом центре города, где людей больше, соответственно, угощение обеспечено. Пока тепло, бездомному живется вполне хорошо, но к приближающимся холодам за собаку стали переживать. Вот эти лайки помогут ему как раз найти дом, тот самый дом, и в итоге будет вести его инстаграм его настоящий хозяин, а не молодежь. Пока на страничке пса опубликовано 31 фотография. В скором времени появится еще, уверена Юлия Читина. Но Гриша, засыпая на холодной земле, возможно, видит сны про будущего хозяина и дом. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести Пермь. И это было МИАМБД с октября 8 луншан. Вести Кудымкар по нас 5 эфира в 17:00. Аддишлутадж.